За прошедшие 100 с небольшим лет организация медицинской помощи в России прошла весьма непростой путь. Путь удач и поражений, достижений и трагедий. Итоги этого пути весьма противоречивы. В конце 19-го, начале 20 века земская медицина в значительной степени приблизилась к народу, особенно к сельским жителям. Земским медикам удалось добиться снижения младенческой и материнской смертности, повысить санитарное благоустройство городов, наладить санитарную статистику. Но слишком малый срок был отпущен земской медицине для осуществления всех прогрессивных начинаний, которые планировали российские врачи на своих съездах и заседаниях. Мировая война, а потом октябрь 1917 года оборвали их деятельность. Перед Первой мировой войной в России было всего 17 медицинских факультетов, университетов и медицинских институтов, ежегодно выпускавших около 1000 врачей. В крупных городах первичная помощь приходящим больным оказывалась в 1230 амбулаторных пунктах и лечебницах. Более трети городов не имели больниц, а 26% больниц насчитывало 5 и менее коек. 53% от 6 до 20 коек и только 21% свыше 20 коек. Лишь в 9 городах были учреждения, которые условно можно назвать станциями скорой помощи. Для беременных и рожениц было всего 7500 коек, и лишь 5% родов проходили в стационаре. Акушерскую помощь оказывали преимущественно акушерки и повивальные бабки. В санитарной организации, которая имелась в 73 городах и 40 губерниях России, работали 342 врача и было 28 санитарно-гигиенических лабораторий. В советский период, вопреки всем бедам и несчастьям, которые обрушивались на Россию, были практически ликвидированы многие острозаразные болезни, которые раньше были главными причинами смерти. Важный успех советского здравоохранения – создание единой государственной противоэпидемической службы. К числу достижений отечественного здравоохранения следует отнести широкое внедрение диспансерного обслуживания, повсеместная организация квалифицированной амбулаторно-поликлинической помощи населению, сеть женских консультаций, родильных домов, акушерско-гинекологических отделений в больницах, а в сельской местности – колхозных родильных домов и фельдшерско-акушерских пунктов обеспечивала всем женщинам стационарное родовспоможение. Во многих городах были организованы специализированные отделения патологии беременности. Деятельность женских консультаций способствовала значительному снижению материнской смертности, мертворождаемости и смертности новорожденных. И именно в этот период первых шагов становления медицины России немалую роль в ее развитии сыграл и наш земляк Магомед Ахтаханов. Он стал первым врачом-чеченцем в начале прошлого века. Каким талантом был наделен ребенок в бедной крестьянской семье в селе Гойты, чтобы к 7 годам быть подготовленным к гимназии? Успешно сданные вступительные экзамены в Ставропольскую мужскую классическую гимназию дали Ахтаханову возможность учиться на так называемую горскую стипендию. Да еще помог отец. В том же году поступил на службу в чеченскую сотню царской армии, воевавшей тогда с Японией, чтобы его жалование дало возможность сыну учиться. В гимназии Магомед изучал историю, философию, географию, математику, физику, латынь, французский и немецкий языки. А затем в 1912 году на деньги, собранные сельской общиной, поехал в Москву поступать на медицинский факультет Московского университета. За него ходатайствовали земляки. Общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области обратились к ректору университета. Правление беспокоит вас лишь потому, что среди чеченского народа по сие время нет ни одного врача, и Ахтаханов в будущем, как врач, принесет немало пользы своему народу. Еще в годы учебы в университете Магомед, приезжая домой на каникулы, занимался просветительством. Давал уроки молодежи, готовившейся к поступлению в гимназии и школы. А в мае 1917 года, получив звание врача, он вернулся в родное село Гойты и организовал там первый медицинский участок. Вскоре Магомед Ахтаханов назначается окружным врачом, затем исполняющим обязанности старшего врача военного госпиталя Грозного. В это же время он становится одним из организаторов общества распространения просвещения среди чеченцев. Между тем, в Гойтах Ахтаханов вел обучение медицинских сестер, и вскоре, в годы гражданской войны, его ученицы стали санитарками и главной опорой врача в лечении раненых. В 1919 году Ахтаханов в качестве врача участвовал на стороне большевиков в боях у села Гойты и крепости Воздвиженской.
После разгрома армии Деникина он был избран членом Чечревкома и назначен заведующим областным здравотделом. Однако последствия сыпного тифа, которым он переболел в окопах, давали о себе знать. В июле 1920 года болезнь оборвала жизнь первого чеченского врача. Магомед Ахтаханов прожил всего 27 лет. Общественное здравоохранение в России за последние 100 лет вместе со своей страной пережило периоды подъема, торжества гуманистических идей и периоды глубочайшего спада, разгула бюрократии, равнодушия к судьбам своего народа. Некоторые этапы развития медицины характеризовались проявлениями средневекового варварства, лживые процессы над лучшими представителями отечественной медицины и расстрелы врачей по ложным обвинениям. Тем не менее, отечественная медицина существует. Сегодня это одна из наиболее массовых отраслей. В ней занято 686 тысяч врачей. Вместе с членами семей это почти 7 миллионов человек, воспитанных на принципах гуманизма и любви к ближнему. Нужно надеяться, что бездарность и неустроенность современной жизни не подорвут нравственные принципы этих людей. Иначе рухнет одна из главных опор гуманизма нашего народа, и страна сделает очередной шаг в сторону одичания. Ну а нам же не стоит забывать о наших первых чеченских врачах, учителях и других немалоизвестных личностей.